Это программа «Новости» в студии Саид Ахмадов. Здравствуйте. Старейшее предприятие Аргуна. Перспективы и возможности сахарного завода оценил Рамзан Кадыров. Впервые в Грозном Россия-Румыния. Обе команды готовы к предстоящему матчу. Фактически никаких проблем нет. Даже в мелочах все продумано. Ожидания наставников и последние тренировки сборных. Трагическая дата в истории турок-месхетинцев. Сегодня исполнилось 72 года со дня депортации турецко-месхетинского народа и 27 лет после того, как обрели новую родину. Сегодня перед утренней молитвой глава Чечни встретился с юношами из рода Кадыровых. Ребята вылетают в Челябинск на горнолыжные сборы. Они уже не первый месяц проходят курс молодого бойца. На полигоне в Центару обучаются тактической борьбе, занимаются физической подготовкой. Следующий этап – выработка выносливости при минусовой температуре и умение кататься на лыжах в горной местности. Помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов доложил, что к вылету отряда в Челябинск все готово. Спецотряд К по вашему приказанию построен. Докладывает ваш помощник по силовому блоку Мартынов. Вольно. Вольно! Салам алейкум. Полностью все готово. Экипировка, снаряжение, вся горнолыжная экипировка уже находится там. То есть уже на месте, все уже подготовлено, все. Горнолыжное снаряжение, их тоже все находится там. Одежда горнолыжная тоже там находится. И старшие тренера тоже уже в готовности. Затем вместе с Рамзаном Кадыровым и соратниками главы Чечни совершили утреннюю молитву. После обряда таспих и вирд глава региона рассказал о важности военной подготовки. Особенно это касается мужчин из рода Кадыровых, которые в борьбе с терроризмом потеряли немало родственников и близких людей. Kinek doet dat maar nu eens wel het zo'n het achter. Ja, كديروا رد واجب الاسطول وداجي إذا تعمل شيء الحالات كديروا غير شين دابي نور بالشين ده وشوينا وكان وشوينا وكان ليش شوينا ده وكان وشوينا الحالات شلونه وغيروا دع بخينا ورابش ساعة أول كشلو وشوشو وين بتاع ناها دع سنة وين بتاع طلب بها واجب بس فهذا متى طبعا دينا أبو سكاحية دوش لوز دوش تاستان دينا أبو ساسو ستروغ ريجيم بس بيساني دوا يعني ميلدر إسبورت ميلدر شنو تم ميلدر شيء جي خايش بس شيء عامل يوت شيء إنترنت شوا بس وزينا كله ما عامل يقول الدنيا مش لازم الدنيا تعالي هو شندالك نبوه إيرت لبوه خالد وشباب. Позже глава Чечни побывал с инспекцией на Аргунском сахарном заводе. Этой осенью на предприятии переработали около 70 тысяч тонн свеклы. В результате получено около 5 тысяч тонн сахара, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Рамзан Кадыров побывал в цехах и на складе готовой продукции, ознакомился с технологическим процессом обработки и расфасовки сахара. На старейшем заводе республики трудятся более 300 человек. Многие из них работают здесь десятки лет и передают опыт молодым коллегам. В дальнейшем планируется расширить производство. Пока используются только местные корнеплоды, однако мощности завода позволяют перерабатывать намного больше свеклы, чем выращивают в нашей республике. Нам установили новые вакуум-аппараты, новые фильтры, вот они у нас стоят. Свеклы мы можем переработать столько, сколько будет. Вот в свое время мы перерабатывали от 100 до 120 тысяч тонн свеклы за сезон. Я работаю с 1983 года здесь. Начиная с слесаря, кончая вот по сегодняшний день начальником смены работаем. За смену мы 500, где-то 600, бывает даже и 700 тонн перерабатываем. В течение 12 часов у нас 12-часовая смена.
Ну, из него сахара у нас получается где-то пределов 25-24 тонн, вот так выходит. Глава Чечни сегодня проинспектировал инвестиционные проекты региона. В республике идет строительство сразу нескольких объектов. В ходе инспекции Кадыров отметил, что, несмотря на экономический кризис в стране, объекты продолжают стремительно возводиться. Хавайдиева продолжит. Крупный международный университет, гостиница, студенческий кампус ЧГУ, торговые и развлекательные центры, а также дворец волейбола. Все эти объекты строятся на российские и зарубежные инвестиции. Общая площадь волейбольного зала свыше 8,5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 5 тысяч мест. В спортзале будут проходить соревнования международного уровня. По словам специалистов, открытие этого комплекса, которое запланировано на весну 2017 года, даст толчок развитию юношеского волейбола. Совершая инспекцию, Рамзан Кадыров отметил, что даже сложная экономическая ситуация не стала причиной для прекращения строительных работ. Спорт, образование, спорт, гостиница, торгово-развлекательный центр, новый дом, строительный дом, квартал дом, бизнес, студентский кампус дом, есть дом. Освоил дом, тяги дом. Алхамдулилlah, сейчас я увидел дом. Строил считать, мы говорим, что самый главный показатель, что строительство не останавливается. Та график нарушена, финансирован дом, транспорт дом, пресс-интернет, инвестор дом. Складывают. Вокруг это все инвестиции. Не наши деньги. Не бюджетные. Уникальная инвестиционная площадка. Самая лучшая площадка, можно сказать, здесь все разные инвесторы. Государственные, коммерческие, муниципальные образования. Особенно крупным является проект студенческого кампуса Чеченского государственного университета. Это городок на 30 тысяч студентов. Этим летом уже завершено строительство большого бассейна, входящего в проект кампуса. Кадыров отмечает, еще недавно и представить было сложно, что на месте, когда некогда стояла военная техника, развернутся такие масштабные строительные работы. تابش حلبه لو حلبه رازني دون سلو ده لا مو دون كده عاوز وقت دون عيل لا تادو هو كان دون ودينا يقدرون يجيو هو كمص أسلوبي كده ويدك ده هردو تعشيك ويوش دون ويتدا عيشات ويديل تجمع متاعي دال ويقول دون الحمد لله دال حسن بودو أتودي دون ويدادي شلون ويداه دون عمايمش культура дон, и дон, жизнь дон, менять лучшую дон сторону. Адам тикши гет, адам парат метгет, ашл такам метгет, парат хазметгез, стабильный ёшл дон, метгез дас дон. А в этой ситуации ич хан дон, нохчи о дон, да темле бу, мейр бу, бу иш бос бу дас дон, нохчи гиллах дош, нохчи гез бу, нохчи тинс бу, нохчи дон. Хаш да, вот дей гиллах, мадер гиллах, саат хаму должит на мадат. ويتقولنا مسألة نحكي ميرو نحكي لتشو بوشة تملو وبوشة إذا بوشة العضول تعطيل هو بده فيش ولا تقدر ساعة متشابه حياة قريب ساعة كيو تريو لا حاول تحسبه ويتملو دو ومخلر بقى ويخلر ده نح ويدي غلقش تبين حاش ده ميرز ديرين دون حاش دون ماستر كياتو شيء ماستر الله يشلق ويدي شلون يمكن دولم ده يشتغل يمكن حاجة هو بغبش وين بين بول بول دون إتكيري يو بول باش حقول جين دونه وشو بيحكي بوش بولدانا سفيز ديال بو بيحكي بوش هو سبيسال بيلا بو كورتش بيح إيوه إستوري نحشي أوتو ودايش يتني وديت إدانا بيحكيش لا أنجلش يعني بيحكي بو كذا كورتش بيح كذا زلز كذا شو دي دون وي دون وداي خزغل لك شو إيش جاي تاجو يتخزغل لك شيء دانا وين دانا تنس جوا بيزو ده دان أخوي شو نحبور بو دان أخوي شو توريست بور بو توريست برو توريست أخش فوجيت ما دان كأجل توريست كتوي بريجات ريسبوبليكو أنا بيزارش أنت بكوبايد تان كفاية شوودي تان دان تاتكون شوودي تشوج أخش بدوكين كده إذا أخش إذا يست إنفستيت إذا يست إقتصادي كده كده زان دان تشوج بيتش خلجان أو كتوريست أو خلجي значит там есть экономика работает инвестор она тик вкладывает в бизнес كده هر инвест проект есть كده أو считать мы كده дакс هوكل نахбу население هوكل город я так вера 400 тысяч населения خلج город я христот еще вош خلجي هوكل арид проект мы это كده исходя из этого ده زان отсюда дان وي город yok ملخ ورسمه ناخذ صوم ملبيله دانا
Ekonomist показатели халууры выдас. Да, вай чал сапасят дон инвестицион. Сесериал та адагдинадас. Наоборот, выхидона. Дигнеш дон. Проект дон. Юла догадывай. Инвестиционный дон. Вай дон. Хошер. В конце года, на следующий год запринятый дон. Дуку ряд встреч дон. Иностранный дон. Руководство государства дон. Так бизнес-элитцы дон. Министерство ведомства дон. Подписатели дон. Примерно дон. Намерение еще соглашение дон. Так инвестиционный дон. Вай республика складывает дон. Так вай вещая дон. Вай федеральный дон. Интересный дон. Программ еще, подпрограмм еще дон. Вай зима, субсидийный чан дон. Запусти дон. Дуку дон. Вай Российного дон. Наш воду дон. Каждый регион дон. Цаа дон. Вай дон. Сагат льюш дон. Что дон. Вай дон. Дикхил чан да. Вот это что-то. Цалли чан вай. Сагат льюш ласно. Вай проект. Та проект свой. Я свой дон. Зим вай сетва чан дон. Вай даха дон. Хаз не ясно. Диктатор. Хаз дел лаутер да вола дасно. Одним из крупнейших проектов является гостиничный комплекс «Канвас». Категория 5 звезд, 10 этажей, 120 суперсовременных номеров, бассейн, спа-центр, спорткомплекс. Инвестором является одна из крупнейших строительных фирм Арабских Эмиратов «Эмаар». По задумке автора проекта, экстерьер здания будет выполнен в традиционном арабском стиле. Также на территории отеля возводятся торговые центры и ресторан. Объект уже находится на завершающей стадии строительства. Гостиничный комплекс станет еще одной достопримечательностью Грозного. И поскольку объект находится вблизи Ахмат-арены, здесь могут остановиться игроки футбольных команд, их болельщики и многочисленные гости столицы. Хавая Дива, Муслим Типаев, Зелим Закаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Сегодня день депортации турок-месхетинцев. Трагическое событие произошло 14 ноября 1944 года, когда целый народ был принудительно депортирован с исторической родины Грузии. Вернуться обратно они так и не смогли. 14 тысяч из них были приняты в 1989 году в Чечено-Ингушетии. Другие расселились по всей стране. Луиза Хатуева встретилась с общиной турок-месхетинцев. Девушки, начинайте стол накрывать. Хлеб у нас есть, главное на столе. Все, тарелка у нас готова. Мясо у нас жареное, готово. Чай готов. Давай. Восточные сладости, национальные блюда и напитки. Женщины семьи Алиевых накрывают стол для мужчин, которые собираются в доме, чтобы прочитать суры из священного Корана. Тем самым они почтят память погибших при депортации их народа. Религиозные обряды в этот день проводят все турки-месхетинцы. Много по дороге, когда поезды ехали, многие умерли по дороге, под снегом закапывали. Поэтому за это умершим мы Коран читаем, проводим мероприятия. Каждый год Коран читаем и умершим мел отдаем. Трагическую дату в новой семье вспоминает и Фатима. В этом доме девушка только третий день. Новоиспеченная сноха, согласно традициям, первое время не снимает национального одеяния. На прошедшую свадьбу старшего сына Алиевых съехались родственники из разных стран, поэтому здесь так многолюдно. Прибыли родные из Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Турки-месхетинцы сегодня проживают в разных уголках мира, так как после выселения в 1944-м на родные земли вернуться им не позволили. Нас мусульмане и узбеки тоже, турки-мусульмане. И даже у нас мы с узбеками в одном это, ханифите, в одном масхабе. И поэтому они думали, что мы останемся всю жизнь там. Но это не случилось, наш народ всегда стремился вернуться к Кавказу. Незадолго до окончания Великой Отечественной войны свыше 100 тысяч турок-месхетинцев были выселены из юго-западных районов Грузии. Стариков, женщин и детей в стужу загрузили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию. Спустя годы те, кто захотел вернуться домой, были вынуждены скитаться по чужим странам в поисках жилья, ведь в Грузии их не приняли. Тогда часть переселенцев поселилась в Чечено-Ингушетии. В 1989 году более 17 тысяч турок стали частью большой и дружной семьи народов. В Узбекистане мы жили, родился там. Здесь тоже 27 год уже живем здесь. Все нормально. Родственник вот. Здесь тоже есть 20%. Остальной родственник Моздок есть. Еще родственник в Казахстане.
Сегодня в регионе насчитывается более 3000 представителей этого народа. Дружба между турками и чеченцами длится более 25 лет. За это время она переросла в братскую связь, говорят местные жители. За последние годы в Чечне образовалось множество смешанных семей. Дети разговаривают сразу на нескольких языках. Чеченским владеют не хуже самих чеченцев, говорят учителя местной школы. Порой бывает, что дети турков намного даже лучше в плане обучения и пишут под диктовку хорошо, и отвечают, и стихи учат на чеченском. У меня были дети прошлых лет, девочка, турчанка, писала на отлично диктант, изложение, сочинение. Но попытки вернуться в родные края никогда не прекращались. В беседе с нами Исамбек Беналиев вспоминает, как они обращались за помощью к общественным организациям и правозащитникам, в том числе и к сотрудникам правозащитного центра «Мемориал». Однако помощи не дождались. Все попытки восстановить историческую справедливость провалились. Турки-месхетинцы остались наедине со своей бедой. У нас тоже есть мировая организация, которая создана. Это Ватан, общество Ватан, это в Москве находится. И в Турции есть тоже Дуня Ахсат Туркля Топлами, это тоже мировое сообщество Татуб. И они Евросоюза. И даже были, что Грузия обязался перед Евросоюзом, что до 2009 года всех наших принять обратно. Там создать условия, все. И в 2009 году тоже они не выполнили перед Евросоюзом свои обязанности, это грузинское правительство. И тогда они просили, что продлить срок переселения наш до 2011 года. Но я в уверенности, я ездил тоже, говорил сколько раз, смотрел, что ни одно движение, чтобы нас принять обратно, нету, ничего не сделано. Все наши родовые села разрушены. В стороне от проблем турецкой общины не остаются чеченские власти. Благодаря их поддержке турки-месхетинцы смогли увидеть землю своих предков. Миннац республики не раз организовывал поездку в Грузию. Мы в прошлом году 26 человек сами, там Министерство национальной политики помог нам транспортом. Мы поехали 5 дней, мы как паломничали в свои сколных земля, родные села увидели числа. И в этом году тоже 28 человек, Министерство национальной политики и печати помог. Я везде говорю, и в Турции порой раз пришлось мне выступать, я говорю, мы уже не турки, грузинские турки, а мы турки, чеченские турки. Несмотря на то, что Чечня для турок не историческая родина, они чтят ее традиции. Да что там говорить, сами живут по этим обычаям. Однако в гостях хорошо, но дома лучше, говорят чеченские турки. Луиза Хатуева, Шамиль Саламов. Новости. К товарищескому матчу Россия-Румыния практически все готово. В Грозный уже прибыли гости из Восточной Европы. Сегодня же прошло и совещание представителей Российского футбольного союза. А завтра вечером Ахмат-Арена станет центром футбольной жизни страны. Слово Рузане Висилаевой. Уже больше месяца оргкомитет по подготовке матча Россия-Румыния готовится к главному футбольному событию в Чеченской Республике. В канун игры специалисты РФС подводят итоги уже проделанной работы. Все организационные вопросы решены. Республика готова принять гостей. Фактически никаких проблем нет. Даже в мелочах все продумано. И я хочу отметить, нам, естественно, приходится проводить много матчей с участием сборной страны в разных городах. Я хочу сказать, это как бы чисто объективно, что вот именно с вашими специалистами работать приятно. То есть люди хотят работать, люди хотят сделать как можно лучше. Мы первый раз столкнулись, что вот и для сборной России, и для сборной Румынии, значит, вот вы, хозяева, забрендировали автобусы с логотипами, в общем. Это как бы, очень приятно тоже. Это как бы вот ваша инициатива, это не обязательно было условие, но обычно хороший автобус предоставляют. Здесь же вот как раз и это было сделано. Тем временем в аэропорт Грозный прибывает все больше гостей. Судейская бригада из Белоруссии приехала в полном составе. Главный арбитр матча Алексей Кульбаков и его ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянг. В Грозном они впервые. Когда мы узнали, что матч состоится в Грозном, мы очень с большим воодушевлением все это восприняли, потому что для нас это очень интересная земля, и мы с уважением относимся и к местным жителям, к вашим традициям, и мы рады здесь оказаться.
Вот. Ну а от матча мы ожидаем прежде всего интересной борьбы, потому что и Россия сейчас, как хозяйка предстоящего чемпионата, им нужно играть, сыгрываться, показывать хороший футбол. И Румыния это тоже очень достойная европейская команда, и поэтому мы ожидаем хорошего футбола, справедливой борьбы, но и мы в свою очередь будем тоже стараться на уровне работать. Здесь же встретили соперников сборной России. Румыния, как сообщалось ранее, сыграет на Ахмат-арене не в лучшем своем составе. Из-за травм на поле не выйдут Андрей Иван, Александру Максим, Николай Станчура, Марио Бензар. А вот для Георгия Грозава этот матч выездным не назовешь. Для игрока Терека Ахмат-арена давно стала домашним стадионом. Но очень рад, что находится здесь и что матч проходит именно здесь. А у него большое ожидание от матча. Надеется, что сборная Румынии победит. Тоже погода внесла коррективы, и, соответственно, поле в замечательном состоянии, и все должно пройти на высшем уровне. Ну, конечно же, для него это нечто особенное. Он очень рад, что он будет играть в родных стенах. Очень рад, что все будет проходить именно здесь. Он надеется, что пройдет все хорошо. Это товарищеская игра, но при этом они сделают все возможное, чтобы победить. Грозный принял гостей солнечной погоды. Правда, завтра синоптики обещают небольшой дождь. Но это никак не повлияет на исход игры. Впрочем, как и на настрой болельщиков, уверены организаторы. Все билеты уже проданы. На Ахмат-арене ожидается аншлаг. Рузана Веселаева, Алхазур Керимов, Магомед Мударов. Новости. Сегодня же в аэропорту встретили президента российской футбольной премьер-лиги Сергея Пряткина. Его встретил президент футбольного клуба «Терек» и спикер парламента Магомед Даудов. Он отметил важность проведения подобных значимых матчей именно в регионах с точки зрения популяризации спорта среди молодежи. После завершения матча планируется проведение различных мероприятий в детских спортивных учреждениях, разработанные с руководством национальной сборной. Грех был бы не провести такую замечательную игру товарищескую между двумя сборными, как раз в Грозном, где созданы все комфортные условия для проведения. Шикарная арена. Я не первый раз бываю в Грозном по роду своей деятельности. Вот. Мы благодарны Рамзану Ахматовичу Кадырову. И сегодня же глава республики посетил стадион Ахмат-арена, где прошла предматчевая тренировка сборной России по футболу. Здесь Рамзан Кадыров пообщался с главным тренером сборной России и воспитанниками Академии футбола «Рамзан». Позже состоялась пресс-конференция главного тренера румынской сборной и тренировка команды. На встрече побывал мой коллега Хамзат Аюбов. Состав сборной России, который выйдет завтра на поле, почти известен, однако в списке нет основных лидеров команды. В их числе центральная пара защитников Игнашевич с Березутским и главный форвард команды Артем Дзюба. Из-за травм футболистов состав пришлось изменить кардинально. С другой стороны, это возможность оценить молодую обойму команды, считает Станислав Черчесов. Нет у Васи Березутского, и шанс выпал Васе. Он свою работу сделал, и мы еще раз повторяем, ищем варианты, которые мы могли бы применить по той или иной ситуации, потому что такая ситуация может сложиться и в Кубке Конфедерации, и на чемпионате мира, когда выпадают игроки. Вот на чемпионате Европы у нас выпало прямо перед выездом 2-3 футболиста, и уже возникли проблемы, потому что не было наигранных каких-то потом вариантов. И нам сама ситуация дает возможность проверить футболистов. Этот же обновленный состав играл и с Катаром, где российская сборная уступила со счетом 2-1. На сей раз команда рассчитывает на результат получше, тем более, что игра проходит в родных стенах. Сразу же после пресс-конференции Станислав Черчесов присоединился к предматчевой тренировке сборной. Сюда же приехал и Рамзан Кадыров. Здесь глава республики пообщался с воспитанниками Академии футбола «Рамзан». Магомед Даудов рассказал, что подготовке юных футболистов уделяется особое внимание. Создаются лучшие условия. В частности, с нового года их будут готовить лучшие тренеры из Италии. Настроение можешь? Футбол еще еще. Есть я не я. А вот дару. Поручение называется. Так и редакция, он как бы догадал на помощнику, сега уже вот он дирижирует школу, именно академический спорт. Сын куратор, сын точно еще. Из года до школы, сын футбола, академии, именно Терек Дюсашевец, и подразделение. Олшахтя. Как бы общество Терики Санду, как она увидит, я инвентарь, форма, положение еще. Это было. Это мало что было. Рамзан Кадыров пообщался и с главным тренером сборной России по футболу. Станислав Черчесов, в свою очередь, преподнес главе республики символический подарок. Приветствую. Как настроение?
Боевой. Дома ты сейчас должен выиграть сейчас дома. Родные стены Да, помогают. родные стены должны помогать тебе. Мы тебя сначала возьмем в команду. Я с удовольствием. За сборную. Мы думали, какой номер давать. Тяжело свой номер отдавать. Но... Семен. Как ты? Сборная России, как чувствуешь себя? Отлично. Завтра покажи лучшую игру дома. Приветствуем вас. Завтра мы должны показать лучшую игру дома. Румыния дома. 2-0. Устраивает нам. Как ты? Нормально? О, молодых. Молодежь. Как настроение? Как встретили вас? Претензий нет, но если что, скажите нам. Мы быстро исправимся. Все хорошо? Поддержка нужна, когда тяжело, а когда команда на вершине славы, слова восхваления звучат отовсюду, уверен Рамзан Кадыров. Сборная Румынии очень серьезный соперник, тем более, когда российская команда на стадии переформирования. Завтра будет полный стадион. Убежден, что будут нас поддерживать, подталкивать. И думаю, что будет хорошая атмосфера. Я прошу у игроков, главного тренера, чтобы они вышли и уверены, что выиграли. Хотя Румыния очень хорошая команда, сильная. Ну, мы сильнее на самом деле и поможем российской команде, кавказский дух, знаешь, чеченские там, болельщики, там, все вместе. Мы должны завтра показать хорошую игру и выиграть. Я уверен, что завтра будет зрелищная, мощная игра. И настрой у всех есть. И Ахмат-Арена поможет нам. Сборная России – это государственная, народная российская команда. Я больше буду болеть за нашу российскую сборную, потому что это важнее для нас, для всех, для нашего государства, народа. Мы все душой болеем за каждого игрока и за сборную. Я думаю, что в ближайшем будущем у нас сборная заявит о себе. Мы должны показать в 2018 году лучшую игру. Поэтому у чеченцев, у сборной России огромный труд работы. А мы должны болельщики мотивировать, вдохновлять там, знаешь, и забывать то, что там, они допустили на поле ошибки. Там. Мы привыкли ругать там, всех, там, и это неправильно, я считаю. Когда трудно, надо поддерживать. У нас 9 игроков, которые как бы реально основные игроки, можно сказать, травмированы. Поэтому, с одной стороны, жалко, что их нет, с другой стороны, есть возможность другим игрокам себя проявлять. Поэтому идет рабочий процесс, который ни одна команда не прошла легко. У нас между чемпионатом мира есть Кубок Конфедерации, который это, как говорится, мини-чемпионат мира, поэтому мы должны идти шаг за шагом. В интервью интернет-порталу «Россия любит футбол» Кадыров рассказал, как в Чечне относится к игре миллионов. Действительно ли Грозный и Чечня вся любит футбол? Ну, я уверен, что они точно любят команду, и они все болеют. Вот. От мал до велик. Поколения, да, вот любят, все болеют. Ну, вот сейчас мы сделали там соцопрос. Вот все до единого болеют за сборную России. Они вот все хотят, чтобы завтра Чеченская Республика помогла сборной России выиграть, там, закрыть черную полосу и чтобы новая жизнь, вот, знаешь, и чтобы пока вдохновила нашу сборную Россию. И мы все болеем, и мы все любим футбол, и мы уверены, что в футбольном мире будет изменение, что в 2018 году на нас тоже обратят внимание. Видите, у нас прекрасные условия, все гостиницы, рядом аэропорт, там стадион, все у нас есть. И мы показываем, что мы любим футбол. У нас академии, у нас в каждом почти районах там построены стадионы. Мы показываем, что мы любим спорт. И на Кавказе по-другому не должно быть, потому что по духу мы сильные. Там, понимаешь? А только сильный человек может любить спорт. Поэтому спорт, это укрепляет дух. Я думаю, что любовь к спорту чеченского народа завтра должно помочь нашей сборной. На свою пресс-конференцию Кристоф Даун пришел с игроками самых крайних рубежей своей сборной. Это вратарь национальной команды Костел Пантелеймон и молодой нападающий Флорин Андане. Последний отметил, что никто из команд не может считаться фаворитом, однако в своей сборной в предстоящем матче Андане уверен.
И, естественно, мы относимся с уважением друг к другу, к команде, но тем не менее, завтра мы сделаем все возможное, чтобы выиграть, чтобы победить. Настрой у наставника румынской сборной на пресс-конференции был весьма дружественным. Станислава Черчесова Кристоф Даум назвал своим старым другом и добавил, что во главе с ним российская сборная добьется невиданных ранее результатов. Касательно предстоящего поединка, румынский наставник отмечает, что завтрашний футбольный поединок больше, чем товарищеская встреча. Сам факт матча с Россией завтра, это естественно, это очень грандиозное событие для нас. И то, как нас встретили, и то, что я встретился со своим старым знакомым Черчесовым, да, мы знаем друг друга давно. Вообще все это событие, и, конечно, это грандиозное событие для нас, это что-то большее, чем товарищеский матч. И вообще мне очень понравилось то, как нас встретили, то, как мы здесь радужно к нам отнеслись. И завтра, я думаю, это событие, которое завтра произойдет, это большая польза в этом месте для Грозного, для самого региона и для развития футбола республики в данном регионе. Поэтому для меня это, конечно же, больше, чем просто товарищеский матч. Так же, как и для сборной России, неудачно сложился предыдущий матч и для румынской команды. Подопечные Кристофа Даума уступили Польше с разгромным счетом 0-3. Это в матче отборочного турнира чемпионата мира. В группе Е после 4-го тура Румыния занимает 4-е место. Сразу после пресс-конференции на поле Ахмат-Арены вышла и вторая национальная сборная. Уже завтра командам выяснять здесь отношения в очной встрече. Первый в истории Грозного матч сборных начнется в 7 часов вечера при полном, по всем ожиданиям, аншлаге. Хамзат Аюбов, Алхазур Керимов, Адам Чикуев, Муслим Типаев, Даниил Ховхаров, Юсуп Успанов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Тем временем к матчу готовятся не только болельщики, но и правоохранители. В МВД обсудили вопросы обеспечения безопасности в день проведения товарищеской игры между сборными России и Румынии. В полиции уже создан оперштаб, который будет работать до отъезда всех гостей. Двойная ответственность ложится на правоохранительные органы в связи с тем, что в данном мероприятии помимо руководства республики примут участие представители Федерального центра и зарубежные гости. На стадионе и болельщиков, и игроков безопасность нужно соблюдать полный объем. Безопасность игроков, приезжих гостей – это наша с вами святая непосредственно обязанность. Мы имеем накопленный огромный опыт обеспечения общественно-политического, культурного, массовых мероприятий. Огромный опыт. Я нисколько не сомневаюсь, что лично став поставленной задачей справиться, что мы не поднимем ни руководство республики, ни наше ведомство. Я уверен, что каждый из руководителей отнесет высокую ответственность поставленной задачей. Чеченские дзюдоисты одержали победу на 3-м международном турнире по дзюдо памяти Турпалали Кадырова. Соревнования проходили в Словении. В город Словень-Градец съехались 20 команд из 19 стран Европы. В финальном противостоянии с прошлогодними победителями командой из Венгрии первое место убедительно завоевали воспитанники клуба «Эдельвейс». Ребята провели 7 встреч в формате стенка на стенку и не проиграли ни в одном из них. Тем временем в аэропорту Грозный встретили 3 чеченских дзюдоистов, прибывших из Израиля. На первенстве Европы боролись самые сильные. Первое молодежное серебро в копилку сборной России принес российский супертяжеловес Тамерлан Башаев, а 3-е место в весовой категории 81 килограмм занял чемпион молодежного первенства страны Аббас Азизов. Наши ребята, во-первых, попали на первенство Европы и проделали большой путь. Это первенство России. После этого несколько кубков Европы, которые наши ребята выиграли. Подготовку к данному первенству проходили в Испании, в городе Малага. Чуть меньше недели остается до международного турнира WFCA «Грозная битва 31». В спортхолле «Колизей» пройдет 11 зрелищных боев. Главным из них станет финальный поединок, который не состоялся на прошедшем Гран-при Ахмат. За чемпионский пояс в октагон выйдут Беслан Ушуков и Абубакар Вагаев. Продолжит Зураб Центроев. Давай. Последняя тренировка перед весогоночным процессом направлена на оценку уровня готовности спортсменов к предстоящему турниру. Бойцы по указке тренеров разбились на пары и проводят спарринги каждый в своей весовой категории.
Один из участников предстоящего турнира – Зураб Бетергираев. В борьбе за пояс после выигранного поединка в четвертьфинале из-за травмы он вынужден был сойти с дистанции. После почти полугодового перерыва ему предстоит снова выйти в октагон против спортсмена из Бразилии Филиппе Фройса. Оппонент ахматовца уже 4 года не проигрывает. В 15 боях у него всего лишь 2 поражения. В мировом рейтинге входит в первую сотню лучших файтеров. Мы примерно одноплановые соперники. Он ударник, в борьбе тоже неплохо борется. Я тоже ударник, в борьбе тоже неплохо себя чувствую. Мы с тренером нарабатываем свои заготовки. Уже почти 4-й месяц готовлюсь. Альхамдулиллах, нахожусь в хорошей форме. Надеюсь на победу, иншаллах. Тренировки проходят в усиленном режиме. Каждому бойцу подобраны одни из лучших спарринг-партнеров. Среди них и первый в истории Лиги чемпион в полулегком весе Салман Джамалдаев. Несмотря на то, что каждый рейтинговый поединок, каждая победа других спортсменов, которые выступают в Лиге Ахмат, приближает их к бою за титул, помогать одноклубникам боец по прозвищу Злой считает своим долгом. За поясом боя сама ирдатом Все бойцы выкладываются, как говорится, на полную. Основная часть тренировок уже позади. За неделю до выхода в октагон спортсмены приступают к сгонке веса. Уровню готовности атлетов к предстоящему турниру тренеры дают положительную оценку. Дальше ребята будут чисто вес подгонять. Сегодня я на тренировку каждого проверял, пульсы проверял, еще скорости наблюдал за скоростями, как они работают, какой темп они могут держать. Я ими всеми доволен. Нет у нас сейчас те бойцы, которые на турнире будут выступать, нет, которые меня сегодня оставили недовольными. Всеми очень доволен. 19 ноября в октагон выйдут спортсмены из разных стран. Кроме главного боя вечера, в котором за последний пояс в полусреднем весе сойдутся ахматовцы Абубакар Вагаев и Беслан Ушуков, намечено еще одно суперпротивостояние. Бойцовский вечер украсит поединок 2 легенд ММА Рика Родригеса и Гилберта Айвела. Скучать зрителям не придется. Зураб Центроев, Магомед Ламаркаев и Луиза Юнусова. Новости. На этом наш выпуск завершен. За новостной лентой телеканала Грозный вы можете следить в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.